Каждую неделю на телеканале БСТ загорается красная кнопка. Мы не боимся резких вопросов и прямых ответов, а ведь только в споре рождается истина. С вами Евгений Романов. Здравствуйте. Ну что ж, на этой неделе с тихой датой прошло 90-летие Михаила Сергеевича Горбачева. Большинство публичных поздравлений звучало из-за рубежа. Это первый и последний президент СССР. Он вошел в историю как автор перестройки, идеолог гласности. Тем ли курсом мы пошли тогда, и можно было бы избежать ли осложнений реформ Горбачева? Попробуем обсудить сегодня с нашими спикерами. Слева от меня Рустем Ринатович Вахитов, доцент Башкирского государственного университета, кандидат философских наук. Здравствуйте, Рустем Ринатович. Здравствуйте. Справа от меня Ильдар Узбекович Зулькарнай, директор Центра стратегических и междисциплинарных исследований Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, доктор экономических наук. Ильдар Узбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня мы обсуждаем историческое значение личности такого человека, как Михаил Сергеевич Горбачев, в частности, наверное, сквозь призму его реформы, перестройку. Мнения наших спикеров таковы, что Рустем Ринатович считает, что надо было действовать другим путем, да, и что перестройка – это совсем не то решение, которое нам необходимо было тогда. Да, я так думаю. Ильдар Узбекович, соответственно, оппонирует, да, и считает, что все было правильно. Все было наилучшим образом сделано в тех условиях, которые были возможны. Да, которые были возможны в СССР. Для вас, уважаемые телезрители, вопрос звучит сегодня следующим образом. Перестройка дала новые возможности для нашей страны или отбросила всех нас назад? Вопрос виден на экране. В завершении программы с помощью графиков мы увидим общественное мнение по данному вопросу. Напоминаю, уважаемые спикеры, что если вы превышаете лимит выступления своего, я нажимаю на красную кнопку, происходит непоправимое. Ну и если, в общем-то, все правила, как всегда, понятны, давайте начнем с обсуждения первого вопроса. Смотрите прямо сейчас. Конечно, Горбачев – это выдающаяся личность, по моему мнению. Самый выдающийся политический руководитель СССР за всю историю, включая Ленина. Горбачев повел страну совершенно по другому пути. И он ее развалил, и само слово «перестройка» нам говорит об этом, да. То есть он нам объявил, что он будет перестраивать наш дом, а не разрушать его. Сам Горбачев говорит, что не хотел разваливать. В подавляющем большинстве империи рушились гораздо с большими жертвами, находясь в гораздо более выгодном и в этом заслуга Михаила Сергеевича. То, что нужно было страну перестроить, это было всем очевидно, но у него не было стратегии. Итак, более 30 лет, 1985 год, да, если мне не изменяет моя старческая память, прошло с момента объявления перестройки. Итак, ваше отношение к данному процессу. Кто начнет? Ну, наверное, кто-то хорошо, я начну. Да. Ну, моя точка зрения какая? Мы любим персонифицировать вот какие-то события, но в данном случае с Горбачевым. Конечно, Горбачев – это выдающаяся личность, по моему мнению. Самый выдающийся политический руководитель СССР за всю историю, включая Ленина. Но он, это было его не от себя, вот я такое простое слово произнесу. Реформы готовились руководством СССР, руководством коммунистической партии до него. Еще генеральным секретарем Андроповым он после Брежнева создал комиссию, в которую включил как раз и Горбачева, там, и Лигачева, и Примакова, и они готовили реформы. И если бы Андропов бы не умер, а он только 1 год руководил коммунистической партией и страной, то он бы сам проводил эти реформы. Ну, то есть реформы назрели на самом деле. Они назрели, да? Они объективно назрели, и лучше всего это понимало высшее руководство страны. Хуже понимало там ЦК КПСС, там 2-й, 3-й ряд, вот, и хуже всего понимал сам народ вообще. Ну, высшее руководство там сменилось, да, благодаря Горбачеву. Но я бы все-таки поостерегся называть Горбачева выдающейся политической личностью. Выдающиеся политические личности не разваливают те страны, которые не возглавляет, а наоборот, как Ленин, создает новое государство. Да. Что касается оценки Горбачева, ну, собственно, российский народ, советский народ дал ему оценку огромного количества анекдотов и разного рода издевок. Да, конечно, Советский Союз находился в ситуации довольно-таки кризисной, да, и это признавал даже сам Брежнев, когда он заговорил в конце жизни о продовольственной реформе, да, о продовольственной проблеме.
проблеме. И действительно Андропов готовил реформы, да. Но если мы вспомним, какие это были реформы, то мы поймем, что это были реформы совершенно другие. Это были реформы авторитарного типа, реформы по китайскому пути, да. Горбачев повел страну совершенно по другому пути. И он ее развалил, и само слово «перестройка» нам говорит об этом, да. То есть он нам объявил, что он будет перестраивать наш дом, а не сам разрушать Горбачев его. говорит, что не Но, хотел тем не разваливать. менее, представьте себе ремонтник, который начал ремонтировать дом, перестраивать его, а потом он разрушился, этот дом. Он снес несущие конструкции, дом разрушился. Ну, кто-то описывал действия Горбачева, как он решил покрасить стенку, и вот краска падает, а за стенкой одна труха. Он ремонтирует стенку и видит, что основания дома уже нет. Ильдар Ну, Узбекович. это образ и вот эти анекдоты, которые Штамер Иванович говорит, они являются, так сказать, продукцией вот народа, того и характеризует сам народ, как он его, собственно говоря, любого лидера или процесса понимает, в силу своего понимания. По существу же Горбачев находился, и все руководство страны, вот реформаторы, там и Лигачев, он первоначально, значит, был в этом составе, они находились в сложной ситуации, где были консерваторы, которые, вот нижние ряды, которые вообще ничего не хотели менять, вот, и там какие-то ура-революционеры, ну, как вот потом мы знаем, Ельцин, так сказать, его команда, вот, которые хотели все делать быстро, легко, и в этом смысле они потакали, популистски потакали вот такому желанию Советского Союза все легко и быстро получить. И вот находясь в таких вот диаметрально, так сказать, это противоположных силах, позициях, Горбачеву удалось вот выдерживать вот эту линию. Там шаг в сторону, и все разваливалось. Ну, дело в том, что не только советский народ и российский народ высмеивал Горбачева как фигуру крайне комическую. И сегодня опубликовано уже очень много мемуаров людей, которые находились на самом верху власти, да, людей, которые работали в аппарате ЦК, в самом ЦК. Ну вот недавно, допустим, я прочитал мемуары Болдырева, который работал в аппарате ЦК. Они все очень невысоко оценивают как уровень подготовки Михаила Сергеевича Горбачева, так и уровень, собственно, его как политического деятеля. Ну и действительно это очевидно, да. То есть он был интриганом, который поднялся, так сказать, во власть за счет интриг, за счет того, что он умел сталкивать людей, подсиживать, договариваться, да. И вдруг у него в руках оказалась власть над огромной 200-миллионной страной, да. И что он сделал с этой страной? Он поверг ее в нищету и в кровь, да. Когда начались национальные конфликты, Карабахская война началась. То есть вся эта кровь на его руках. Конечно, были объективные причины, но капитан корабля отвечает первым, да. Ну, а у нас за то, были что такие происходит. политики, над которыми не смеялись? Взять Хрущева, к примеру. А над ними по-разному. Да, ну с По-разному Сталиным-то смеялись. понятно. Я категорически с этим не согласен, потому что капитан корабля, если бы капитан корабля бы этот состав бы свою команду, на нормальном корабле он ее собирает. В данном случае он оказался во главе корабля, где была такая команда, вот как я сказал, одни хотели плыть туда, а другие сюда. Вот. И возможности сменить эту команду, находясь в море уже, когда страна идет вот куда-то, вот, и не туда, как уже все они поняли, вот, невозможно было. Поэтому в этой ситуации приходилось, да, может быть, манипулировать этой командой. И Горбачев это сделал очень хорошо. Вот, например, он в плане демократизации он провел такую реформу, как конкурентные, как минимум 2 кандидата на пост первого секретаря или на любую вот позицию в партии. И потом в государстве. Вот. Он ее как провел? Он на пленуме ЦК КПСС, когда уже все там, 19-я конференция или что такое, не на пленуме, а когда уже конференция заканчивалась, и все уже, получив подарки, они же подарки получали, все делегации, они собирались уже ехать домой, вот. Уже когда резолюции на последнем пункте, а вот чуть ли не, кстати, зачитывая резолюцию, в конце было вот это. И все проголосовали. Проголосовал. Вот. Всё. Это выдающийся политик. Есть анекдот про плохого танцора, да, которому мешает что-то танцевать. Вот плохому капитану всегда команда мешает, да. И, кроме того, политика как спорт. То есть спортсмен не может говорить о том, что вот я не выспался, у меня были потенции, я не смог. То есть все решает результат, ты смог или не смог. Горбачев – это капитан, который утопил свой корабль. Что касается демократии, Горбачев 4 года
разговаривая о демократии, ничего не мог ввести, только в 1989 году, через 4 года, начались альтернативные выборы в Верховный Совет. И когда они прошли, он настолько испугался, что ввел должность президента СССР, который имел абсолютно диктаторские полномочия. Он стоял над всеми, да, он всем руководил. Он мог отменять решения Верховного Совета. Он, собственно, заблокировал 5-й съезд депутатов, Ельцин, да, и тем самым облегчил Ельцину развал СССР. То есть это миф о том, что Горбачев был демократ. Горбачев был очень такой интриган, который запутался сам в своих интригах и погубил страну, которую он возглавил. В последние годы советской власти, в 70-е годы, в начале 80-х, руководство СССР совершило несколько очень крупных ошибок. Ну, например, эта ошибка была ввязывание в гонку вооружений, которая в итоге сильно истощила советскую экономику, действительно прилавки стали пустыми и так далее. Почему это была ошибка? Потому что поддались на декларируемую американцами СОЮЗ, стратегическую оборонную инициативу, и начали наращивать количество ядерных вооружений совершенно запредельно и не нужно. То есть к итогу оказалось, что мы могли 5 раз уничтожить все живое на планете, просто взорвав ядерное оружие на своей территории. Какая разница, 1 раз уничтожить или 5? Но туда вкладывались гигантские деньги. Также одной из очень крупных ошибок было это то, что Брежнев, Андропов, Черненко, они были уже очень пожилыми людьми. И они не воспитали себе никакой смены. То есть те, кто пришел позже, это Михаил Сергеевич Горбачев, Борис Николаевич Ельцин, они были абсолютно не готовы к управлению в таких масштабах. Кто был Горбачев еще в 70-е годы? Секретарь крайкома, по-моему, Ставропольского края. Потом он стал работать в ЦК и курировать сельское хозяйство. И вдруг одномоментно становится руководителем одной из 2 крупнейших мировых держав. Он был к этому абсолютно не готов. Декларируемые цели перестройки в начале были вовсе не слом чего-то, не кардинальные изменения. Это было оставить социализм, но только его улучшить. И тоже Борис Николаевич Ельцин, когда он ушел от власти, он демонстративно ездил в трамвае, он говорил, что это такое, у элиты какие-то привилегии, на машинах ездит и так далее. Зато в 90-е годы мы видели, к чему привела приватизация. Потому что такое стало расслоение социальное, которого никогда не было в СССР. Но уже никто не помнил, что на самом деле лозунг перестройки это было усиление социальной справедливости, а вовсе не построение какого-то капитализма и так далее. Основная заслуга Горбачева, в кавычках, это развал СССР. Мое личное мнение – это его неправильное отношение к союзным республикам. Так уж вышло, что с 1988 по 1990 год я был свидетелем всех межэтнических столкновений. Я служил тогда. И 3 раза мне пришлось... Тогда Карабах, это Спитак, это Фергана. Осетия, да, по-моему, Абхазия. Нет, тогда не было. В Грузии еще начали. Но они ближе уже к... Началось с Сумгаита, потом было Степанакерт, куда он приехал, в Ленинакан он приехал 10 числа, мы его встречали. 11 числа он был в Ереване, и после этого он не появлялся у нас в Карабахе ни разу. А потом он уже был в Ташкенте, в Фергане, очень плохо выступил. И концовка, я считаю, это вот свидетельство того, что черный январь, если вы историю посмотрите, 90-й год в Баку, когда заходили наши спецчасти, когда до этого зашли партизаны, очень много было там, очень много страшного, очень нехорошего много. И как отзывались люди о нем. То есть он, как человек, он не понял страну. На тот момент, я напомню, то, что уже Литва категорически заявила, что она не будет подписывать. Латвия и Эстония сказали, что они еще под сомнением. Тогда были сформированы первые спецчасти, кстати, в этих союзных республиках. Но, тем не менее, он больше не выезжал в союзные республики. И тогда уже в Узбекистане сложилось такое мнение, что Горбачев не хочет с узбеками говорить. А это первый сказал господин Каримов, который на тот момент был министром финансов, и который понимал, что с развалом СССР Узбекистан и вся Средняя Азия, а Узбекистан самая крупная республика в Средней Азии, окажется в таком положении, в котором они фактически сейчас оказались. Наверное, стоит констатировать, что Михаил Сергеевич в целом оказался не на высоте той должности и той миссии, которая оказалась у него в руках, к сожалению. Но сейчас, вот вспоминая, как мы встречали его приход к руководству партией, страной, это была эйфория. Действительно, это было примерно так, как мы после Ельцина встретили приход Владимира Владимировича Путина. Вот тогда, в 1985 году, приход Горбачева тоже встретил буквально среди очень широких слоев советского населения очень большую вспышку энтузиазма.
Естественно, что при Горбачеве мы, очевидно, проиграли гонку вооружения, да, то есть мы сдались. Очевидно, что у каждого из нас есть грусть по потерянной империи. Это очевидно. Но когда пытаешься рационализировать и попытаться поставить себя на его место, ситуация возникает очень тяжелая. Вот был тезис о том, что продовольственные проблемы были обозначены Брежневым в 80-х. Нет. Продовольственные проблемы начались в 60-х. И именно тогда мы начали покупать зерно. Именно оттуда началась поднятая целина. Проблемы в России всегда были продовольственные. Конечно. Не всегда. Не всегда. Если мы помним 13-й год, Россия была крупнейшим экспортером пшеницы. А голодные года в России, царской империи. Конечно. Можно я все-таки договорю, если вы не против. А когда подошли к Горбачеву, когда Горбачев пришел к власти, каждая шестая тонна пшеницы на мировом рынке покупалась Советским Союзом. Каждая третья буханка хлеба в Советском Союзе была сделана из зарубежного зерна. И как он пришел к власти? И более того, рухнули цены на нефть. Они рухнули почти в 4 раза. Но рухнули не только цены на нефть. На всякий случай упала нефтедобыча. Она начала резко снижаться. При том, что капиталовложения на тонну нефти выросли в 17 раз. Потому что когда начинали эпопею с сибирской нефтью, ее варварски эксплуатировали. Деньги были очень нужны, как раз для того, чтобы покупать бешеный объем пшеницы. И это была варварская эксплуатация. И Горбачев пришел за это расплачиваться. В результате, в самые сытые годы Советского Союза, при бешеных ценах на нефть, да, мы помним, 73-й год, первая волна повышения цен на нефть, потом 78-й, 79-й, даже в это время Советский Союз кредитовался и накопил долги. Так вот, к чему мы подошли в результате? У нас накопленный долг, у нас нечем кормить население, у нас падают цены на нефть и растут цены на зерно. И более того, если мы помним, там 87-88 года были плохие урожаи. То есть в результате это был идеальный шторм, по большому счету. И Горбачев, да, мы не говорим сейчас о политике, да, я говорю об экономике. Что он сделал? Он попытался взять еще деньги и попытался построить, обновить технологическую базу для производства. И мы видим ПЛФ, да, это вот примерно попытка была поднять наше производство. Но ничего не получилось. И не получилось не потому, что он не смог. Система была, не работала. Он что-то пытался делать. И поставив себя на это место, честно говоря, очень трудно было бы избежать тех ошибок, которые были. Допустим, алкогольная компания, что была ошибкой. Потому что, вот. А более того, примерно 7% ВВП страны люди получали доходы, и они не могли их отдавать. Нечего, товара не было. Они накапливались. И это гигантская масса. Она накапливалась десятилетиями. Мы все помним сберкнижки. Люди могли купить, и у каждого десятки тысяч рублей лежали сберкнижки. И вот с этим, с накопленной массой денег, которые есть у народа, которые нельзя купить, с обязательствами перед странами Варшавского договора, ему пришлось бороться. Это была колоссальная сложная ситуация. И второе. Давайте все-таки отметим другую сторону. Вот я не историк, но тем не менее. За 20 век ушли практически все империи, да? Но относительно в условиях развала империи мы этот период прошли колоссально мягко. В подавляющем большинстве империи рушились гораздо с большими жертвами, находясь в гораздо более выгодном экономической ситуации. И в этом заслуга Михаила Сергеевича. Ну, отчасти да. То есть очень легко сожалеть о прошлом. И всегда крах империи означает сожаление о прошлом. Но попробуйте сделать это мирно, относительно мирно, с относительно мелкими жертвами. И особенно вот в этой тяжелейшей экономической ситуации. Более консервативный политик мог бы просто упереться и, грубо говоря, довести до гражданской войны страну. У Горбачева было понимание цели, да, то есть то, что нужно было страну перестроить, это было всем очевидно, но у него не было стратегии. То есть стратегия бы отвечала на вопрос, как это сделать, поэтому все реформы, которые он проводил, носили бессистемный, хаотический характер и практически приводили к развалу отдельных отраслей народного хозяйства. Вот. И в-третьих, вот я хотела сказать, что и Андропов в свое время говорил, что вот, руководство СССР не понимало ни страны, которой они руководили, ни народа, которым они управляли. А может быть, в тех условиях из стратегии невозможно было какую-то для всех одну разработать? Просто нужно было импровизировать, что и делал Горбачев? Ну, мы увидели, что импровизизация привела к развалу экономики. То есть народ получил огласность, извините меня, нарыв, который копился 70 лет, он его просто вскрыл. И оказался плохим медиком, да, возможно. Но, по крайней мере, он не продлил агонию коммунистической партии, Союза, который и так уже все разваливался. Не знаю, мне кажется, что если бы Андропов дольше прожил, то на примере СССР мы сегодня получили Китай. Ну да, понятно. Далее в программе. Теперь Россия капиталистическая, да, а отношения все равно плохие, потому что есть законы геополитики. Все вот эти вот народы, страны вот эти Восточной Европы, они уже
внутренних движений были на то, чтобы выгнать советские войска. Горбачев – это та мощная фигура, которая остановила холодную войну. То есть, как итог, вы оправдываете... Безусловно, я оправдываю. Горбачева. Извините, в изоляции от Запада кто находится? Северная Корея. Итак, Михаила Сергеевича Горбачева частенько обвиняют в излишнем заигрывании в связи с Западом, да? Как вы оцениваете его внешнеполитическую работу, деятельность? И, это было на благо государства или против него? Кто начнет? Наверное, теперь я, да? Да, давайте. Конечно же, то, что делал Горбачев в внешней политике, не могло быть на благо государства по той простой причине, что в результате его действий это государство развалилось. Да? Вот в 2016 году известный кадетский лидер Милюков, да, в Госдуме сказал по поводу тогдашнего правительства, да, слова «это глупость или предательство». Вот когда вот смотришь, что делал Горбачев, вот, общаясь с представителями зарубежных держав, тоже думаешь, что это глупость или предательство. Да? Вот взять, допустим, и вывести наши войска из Восточной Европы. Ничего взамен этого не попросив. Да? То есть политика все-таки это умение находить компромиссы, сдержки, противовесы, договариваться, извините меня, торговаться. Да? Предлагая что-то, да, получая что-то, да. А Горбачев, то ли он был настолько наивным человеком, что он думал, что вот наступила эпоха благоденствия, милосердия, да, и вот мы от всего откажемся, а наши союзники в кавычках заключаются в объятия. Они нас заключили в объятия басната, да, которые постепенно стали стягиваться к нам, да. То ли действительно за ним стояли люди, которые просто хотели развала страны. С другой стороны, из Афгана мы тоже вышли. Я категорически не согласен вот с этим нашим вот видением распространенным, что если налаживается отношение с Западом, как вот Горбачев и налаживал, то он чуть ли не агент Запада. Вот буквально недавно, относительно недавно, несколько лет назад, много, так сказать, руководителей, политиков, там каких-то госчиновников, они стали говорить о развороте на восток в сторону Китая. Но я из этого не делаю такого, извините, какого-то глупого вывода, что они чуть ли не агенты Китая и работают на Китай. Они, предлагая развернуться в сторону Китая, конечно, думают о России. И полагали, что, искренне, что это будет хорошо. И точно так же и Горбачев. После длительного периода холодной войны, и в ходе еще, он в интересах СССР, в интересах советского народа счел нужным, и не он один, это же реформы готовились до этого, что нужно наладить отношения с Западом. Заметьте, я не утверждал, что Горбачев агент Запада, да, потому что зачем Западу вербовать агента на таком уровне, если он бесплатно все делал, да, сам по себе, Нобелевскую премию ему дали, да, ладно, это отдельный разговор. Да. То есть, в действительности, мне кажется, что поведение Горбачева, это была какая-то смесь действительно наивности, да, и вот тех корыстных интересов части партийной элиты, которая стояла за ним, и которая эту его провозглашенную политику мира с Западом восприняла как возможность влиться в золотой миллиард. Да, ведь вспомните, 87 год, когда мы еще на политклубах Бухарина обсуждали, уже прошла комсомольская приватизация, и возникли биржи и банки, да, и комсомолец Миша Ходорковский стал, так сказать, руководителем банка, да. То есть возникла уже внутри СССР партийная элитная буржуазия, да, и эта буржуазия очень хотела жить в Лондоне, да, очень хотела иметь в Германии виллы, да, и может быть, вот все эти разговоры о том, что мы теперь дружим с Западом, у нас теперь разрядка, да, это была за этим стояли корыстные, классовые интересы. Противостояние военное с Западом Советского Союза всегда балансировало на грани войны, ядерной войны. И это с одной стороны. И с другой стороны, Советский Союз, как вот тут уже отмечалось, он не мог уже военно-промышленный комплекс в той мере кормить, потому что экономика была в 3 раза меньше, а потенциал это эквивалентный. И с тем, чтобы сократить задача, это конфликтная задача, нужно сократить вооруженные силы, в смысле расходы на вооружение, чтобы решать экономические проблемы. В 2 раза больше, но при этом, как говорится, не сдаться Западу, значит, надо налаживать уже политическими методами. Поэтому совершенно логичный, правильный, единственно возможное решение для любого руководителя, если он не дурак, а Михаил Сергеевич был не дурак, и все Политбюро, оно не допустило бы ему не налаживать отношения. Поэтому он прекрасно это делал, и он делал жесты по мораторию, испытаний ядерных
взрывов и там дали дальнейшие шаги, которые позволили облегчить наш бюджет и позволить легче дышать советскому народу. Налаживание отношений неоднозначно капитуляция. То есть, если вы хотите наладить отношения с врагом, а все-таки Запад был и остается нашим противником. Мы с вами видим, что страна изменила идеологию, изменился режим. Да? Ладно, нам говорили, что идет война между Западом и СССР, потому что Запад капиталистический, СССР социалистический. Теперь и Россия капиталистическая, да? А отношения все равно плохие, потому что есть законы геополитики. Например, Германия и при кайзере Вильгельме, и при кайзере, и при канцлере Гитлере, да, и при канцлере Меркель все равно зарится на Украину, все равно пытается так или иначе зайти на Украину. Да. Запад всегда сказать, к нам не очень ровно дышал, да, и всегда пытался что-то от нас получить. И Горбачев в этом смысле был подарком для Запада. Ведь на самом деле он просто поднял белый флаг, он просто отдал все, что можно было отдать. Да. Почему он-то сделал, это отдельный разговор, но я бы не сказал, что он не дурак, да. То есть на самом деле, ведь существует такое понятие часы судного дня, да. Мир в годы холодной войны был безопаснее, угроза ядерной войны была меньше, чем она сейчас. После того, что Горбачев сделал. Ну, если 62-й год не брать, да. Если не брать 62-й год. Вот да. Рустем Иванович привел пример такой капитуляции. Это вывод советских войск из Восточной Европы. Ну, то есть из Польши, там, ГДР, там, и там, Венгрии и так далее. Это было единственно возможное решение с тем, чтобы избежать того, чтобы эти войска выгнали эти народы. Эти страны. Почему? Потому что было стратегическое решение принято. Значит, открытость, демократизация, снижение напряженности с Западом. Следовательно, все вот эти вот народы и страны вот эти Восточной Европы, они уже внутренних движений были на то, чтобы выгнать советские войска. И они бы их выгнали, если бы мы их не вывели. А что значит выгнали? Это был бы военный конфликт, который бы привел бы и к потере людей, и вообще к непредсказуемым действиям. Поэтому единственно правильное политическое решение было – это вывести войска. И тот, кто бы не сделал это, если бы не сделал, вот Рустем Иванович, это был бы преступник. Спасибо. По 3 минуты вы уже сказали, да? Спасибо большое. Горбачев обратился лицом к Западу вынужденно, потому что исторически Россия, особенно с момента индустриализации, технологически отставала от Запада, ну, впрочем, как и все другие мировые цивилизации. Это проявилось еще в 1850-е годы, во время поражения Российской империи в Крымской войне. Также тяжелый ход Первой мировой войны это показывает. Затем при Сталине индустриализация начала уже 1930-х годов. Она также явно показала, что СССР не мог бы провести индустриализацию без западных технологий. Когда либо покупались, либо элементарно воровались технологии и в США, в Германии при строительстве, ну, например, вот соседней с нами области Магнитогорского металлургического комбината, либо Челябинского тракторного завода и прочих современных производств, прежде всего автомобильных, металлургических. И в 80-е годы, тем более, когда у нас кризис экономики уже озвученный наступил из-за низкой цены на нефть, это технологическое отставание Советского Союза от Запада ярко проявилось. Это был вынужденный шаг. И гонка вооружений с США также была огромным бременем, о чем, впрочем, также уже говорилось. И до сих пор в современных условиях все страны, которые как-то развиваются, они вынуждены сотрудничать с Западом, ну, либо с Китаем. Да, вот сегодня буквально проходит очередной пленум китайской партии, они ставят высокие цели, 6% экономического роста. Но за счет чего Китай достиг таких целей? Сегодня, кстати, упомянули, что, может быть, Андропов бы повел СССР по китайскому пути. Но Китай, прежде всего, это что? Товаропроизводитель, который получал огромные инвестиции из Запада, в первую очередь из Соединенных Штатов тех же. И стала фабрикой мира, как известно. Сейчас большая часть ширпотреба и в США они продается. Они тоже начинали с подделок, да, и продолжают, в общем-то. А почему у нас-то не получилось тогда? У нас была дорогая рабочая сила. Как раз у нас инвестиции иностранные всегда были в разы меньше, чем в Китае, в силу того, что руководство СССР, тот же Горбачев, затем и Ельцин пытались все-таки поддерживать относительно высокий уровень доходов россиян. А в Китае изначально зарплаты были гораздо ниже, уровень жизни ниже. И то есть, как итог, вы оправдываете... Безусловно, я оправдываю. Горбачева. Извините, в изоляции от Запада кто находится? Ну, Северная Корея. Кстати, это единственный пример страны, где до сих пор нет рыночной экономики. Но что, это привлекательный пример для сторонников СССР.
до Горбачевского периода. Посмотрите на Северную Корею, сравните ее с Южной Кореей, где живет та же нация, что у нас в Южной Корее что угодно, телефон, автомобили, бытовая техника в домах южнокорейская. Корея первое место занимает в мире по образованию школьному, по там, развитию интернет-технологий или умных технологий. Одно из первых мест занимает. Вот. И сравните с нищей Северной Кореей, с ее диктаторами в третьем поколении династии Кимов. Колоссальная разница. И в КНДР это и есть аналог СССР, ну, скорее даже периода все-таки Сталина, а не Брежнева. Это было действительно нужно выводить войска из Восточной Германии, из ГДР. А почему это нужно было сделать бесплатно, если можно было получить за это деньги? Сейчас же все известно. Гельмут Коль в интервью, который давал после того, как уже перестал даже быть канцлером, он говорил, я до последнего думал, сколько с меня возьмет Горбачев за это. Я был готов дать 200 миллиардов марок безвозмездно, даже не в виде кредита, просто так. Представляете, что такое в 90-е годы нам 200 миллиардов долларов было бы. Сейчас это уже в долларах, можно сказать, 200 миллиардов. Но, говорит, я был очень удивлен, что Горбачев не потребовал вообще ничего. И вывел их совершенно бесплатно. В поле эти войска были выведены. Дальше зададимся вопросом. А когда Запад лучше всего к нам относился? Вот возьмем последние 100 лет, буквально. Почему-то это странно совпадало с теми периодами, когда в России была в полной нижней точке. Это был 1917 год. Временное правительство. Великолепно к нам относился Запад. Гораздо лучше, чем к царскому правительству и чем к СССР, разумеется. И в результате Россия распалась. В конце 80-х годов и, наверное, по 2003 год тоже относились великолепно. Ни в чем нам не возражали. Говорили, вы все делаете правильно. Но это был период, когда за 90-е годы убыль населения составила 12 миллионов человек. С учетом положительного сальдо миграции в Средней Азии и других республик. 12 миллионов человек убыль. Это сопоставимо с 2 годами Великой Отечественной. Вообще-то было. Но Запад говорит, вы все делаете правильно. У нас идет гигантский спад производства. У нас гигантский падает низкий уровень жизни. У нас люди вымирают. А Запад говорит, вы великолепны, вы все делаете правильно. И оправдывали даже расстрел парламента в 93 году. Тоже говорю, ну, нехорошо, конечно, ну ладно, как случилось, так случилось. Сейчас это себе представить просто невозможно. Ну, и еще один момент такой, чисто психологический. Опять-таки, возвращаясь к фигуре Горбачева, с точки зрения психологии он гораздо выше поставил возможность, ну извините за такой молодежный сленг, тусоваться красиво на Западе, чем реализовывать национальные интересы. Для него гораздо важнее было, что ему там на Западе скажут, как его похвалят, как ему дадут звание почетный немец, там, Нобелевскую премию, чем то, что действительно происходит с Советским Союзом. Вот это большая очень беда. До середины 80-х мне, как и каждому человеку, снились иногда по ночам кошмары. Так вот почему-то, да, и сейчас иногда снятся, но до середины 80-х очень часто эти кошмары были связаны с тем, что я читал или смотрел о ядерной войне. То есть во сне я переживал кошмар, связанный с ядерной войной. Уже 35 лет мне не снится ядерная война, и кошмары с ней связанные мне не снятся. Я во многом согласен с Ильдаром Узбековичем в том плане, что персонализировать личность Горбачева и говорить о том, что он был у руля, вот только именно его личное желание определяло политику Советского Союза, нельзя. Все-таки модель управления страной была такая, что во многом любой политический лидер, он не может разбираться во всех абсолютно вопросах глубоко. Есть советчики, есть люди, которые вырабатывали стратегию. Соответственно, вот Ильдар Узбекович правильно сказал, что мы, допустим, обыватели, мы не обладаем той информацией, которая известна политическим лидерам. И, соответственно, допустим, общение с Западом, но его нельзя было избежать. Никогда нельзя жить за стеной, всегда нужно общаться. Даже если тебя один раз обманули, второй раз обманули, все равно приходится как-то сотрудничать. Но тут, возможно, упреки в сторону Горбачева связаны с тем, что он искренне верил в благие намерения. То есть те советы, та обстановка, которую ему преподносили, выглядела таким образом, что политики, партнеры открыты, и в советское время был запрос на общение, потому что сотрудничество Советского Союза в промышленной сфере требовало технологий, которые были у западных стран. Поэтому необходимо было сотрудничать, и на тот момент это, наверное, был единственный путь. Мне 18 лет, я родился в Российской Федерации, и, к счастью, мне не снились бомбы, войны, я не попадал под огромную красную пропаганду, так скажем. Насчет Горбачева и СССР. Я читал статью GQ, и там рассказывают о пытках, которые проводились. И вооружение, что в России, что... Не в России, прошу прощения, что в США, что в СССР.
И я хочу сказать, что Горбачев – это та мощная фигура, которая остановила холодную войну. Далее в программе. Да, Горбачев очень мало внимания уделял тому, что происходит в союзных республиках, когда он слишком был увлечен внешней политикой, в которой, все-таки настаиваю, он тоже много не преуспел, да. Как минимум, прибалтийские республики Эстония, Литва и Латвия, они определенно, при любом руководителе, они неминуемо отошли бы. То есть Назарбаев позже говорил, я бы никогда не проголосовал за это. У меня на руках были результаты референдума марта 1991 года. Большинство жителей Казахстана высказались за сохранение СССР. Есть мнение, что, проводя реформы, можно было избежать распада СССР. Можно ли было избежать? И вообще, может быть, не стоило ничего избегать? Это естественный процесс. Какое ваше мнение? Я считаю, что полностью сохранить СССР в том виде, в котором он был к 1985 году, было невозможно. Как минимум, прибалтийские республики Эстония, Литва и Латвия, они определенно, при любом руководителе, при любом руководстве, если объявлена, так сказать, вот политика, взята политика на демократизацию, открытие и так далее, они неминуемо отошли бы. Что, собственно говоря, уже происходить стало чуть ли не с первых же дней. Это, во-первых. То есть, можно было сохранить, вот кроме прибалтийских республик. Это такой шанс был. И то он был лет на 10. Я считаю, что если бы в 1991 году был бы подписан новый союзный договор, и там прибалтийские бы отпали, то Закавказье, это Грузия, значит, Армения и Азербайджан, они бы тоже бы вышли все равно из Советского Союза, но 10 годами позже. А вот все остальное, включая Центральную Азию и Молдавию, это вполне такой Советский Союз мог существовать по сегодняшний день. И в этом вина не Горбачева. Спасибо. Давайте послушаем. Советского народа, я бы сказал. Да, но здесь я соглашусь с своим оппонентом, да, и мне кажется, это всем разумным людям очевидно, да, что в реку истории два раза не входят, да, и поэтому в том виде, в котором СССР сформировался там в 20-30-е годы, он, конечно же, не сохранился бы, да, и даже если перестройка прошла удачно, мы бы имели несколько иной СССР, да, и, наверное, что касается прибалтийских республик, это тоже правда, да, тем более, что вот очень многие геополитиков говорят, что царская Россия зря включила свой состав в Польшу, да, оттуда все революционеры, собственно, вышли, бунты были, восстания, да. Вот, наверное, присоединение прибалтийских республик тоже было ошибкой Сталина, да, потому что с прибалтийских республик начался, из Западной Украины начался, собственно, вот начались эти сепаратистские настроения. Если в составе СССР не было прибалтийских республик, то перестройка прошла бы гораздо меньшими потерями для СССР, да, возможно, он бы и сохранился, да. Другое дело, что я считаю, что очень большая вина Горбачева действительно все-таки есть в распаде СССР, потому что он занимался эскалацией националистических настроений. Он раздувал какие-то старые раны, старые обиды. И это привело к тому, что кровь потекла, да, которая некоторым нашим молодым людям не мешает спать. Спасибо. В отличие от Китая, в котором такие сепаратистские настроения не возникли, Китай это все-таки такая на 90, там, я не знаю, 5% моноэтническая страна. В Советском Союзе было вот 40, наверное, процентов, почти уже 50%. Это, кроме русского народа, целый ряд, там, 100 национальностей. И вот 15 там в совокупности республик. И тем самым противоречия были на порядок, на 2 порядка выше, чем в Китае. Поэтому вот китайскую реформу можно было провести без развала. Вот. А в Советском Союзе невозможно было. Вот я про какие уже собирались отойти, отошли бы, это прибалтийский я сказал. Что касается Центральной Азии, она вообще не собиралась выходить из Советского Союза. Украина и Беларусь, вот в целом народы вот, тоже не собирались. Вот, и здесь уже вот, как раз непримиримость, вот, так сказать, какой-то там псевдодемократической группы во главе с Ельциным, она и привела к этому развалу. Продолжите, у вас 3 минуты еще будет.
развалил Ельцин. Я бы категорически не согласился с моим оппонентом в том, что Китай — это моноэтническая страна. То есть в Китае больше 100 национальностей. В Китае есть очень сложные этнические конфликты. Например, я не мешал вам говорить и не перебивал. Например, тибетский вопрос. Да, до сих пор, сказать, Америка говорит о проблеме Тибета. Да. В китайские, то, что мы называем китайцами, ханьцы, да, это огромное количество субэтносов, причем южные не понимают северных, да, когда они разговаривают. Только за счет того, что у них иероглифы, если не понимают. А что касается нашей страны, ну ведь не мешало существовать многонациональность 70 лет, да? Даже страшнейшую войну мы выиграли. Гитлер пытался играть в национальном вопросе, ничего у него не получилось, да? То есть, и ведь скоро же снова будет юбилей, да? В марте 1991 года большинство советских граждан в самых разных республиках проголосовали за сохранение СССР, да? СССР распался, потому что, правильно здесь говорили многие, что Горбачев не справился с управлением страной. Ну и не только он, да, за ним стояла корыстная верхушка, которая была заинтересована в этом. Полагаю, что он прекрасно справился, потому что альтернативы-то какие были? Альтернативы, если он полностью ориентируется на так называемых консерваторов, которые хотели свернуть все эти реформы, тогда была бы война действительно гражданская. Не локальные конфликты там где-то там в Закавказье и там в Прибалтике, а крупномасштабная война за сохранение прибалтийских стран в составе СССР, и это была бы большая война. Вот, которая бы в конечном счете все равно похоронила бы СССР. И он это избежал. Эту альтернативу избежал, и за это уже ему можно 10 Нобелевских премий дать. А другая альтернатива, которая была, это подписание союзного договора и сохранение уже СССР вот в этом усеченном виде без прибалтийских республик. Эта альтернатива, ей это мешало уже вот это так называемое псевдодемократическое лобби во главе с Ельциным. И именно из-за вот этого вот непримиримости двух сторон, вот, и произошло то, что произошло, и при этом же мы же помним, должны помнить, ну кто это знает, да, спасибо. То, что в принципе Горбачев мог арестовать всю эту шайку-лейку, так сказать, которая подписывала... Ильдар Узбекович еще красную кнопку впервые за всю историю нажимают, давайте. Мне очень мудрено понять моего оппонента, да, очень трудно его понять, потому что сначала он говорит, что СССР можно было сохранить в виде мягкой федерации, я с ним совершенно согласен, да, а потом он говорит, нет, мол, все было неизбежно, то есть все распалось. То есть в действительности, правильно здесь говорил один из участвующих, да, Горбачев очень мало внимания уделял тому, что происходит в союзных республиках, когда он слишком был увлечен внешней политикой, в которой, все-таки настаиваю, он тоже много не преуспел, да, то есть, по сути дела, мы потеряли все геополитические завоевания, которые у нас имелись, да. То есть, а что касается его ССГ, то Ельцин, знаете, как расшифровывал это? Союз спасения Горбачева. Если вы почитаете проект от ССГ, я, кстати, недавно его читал, я статью писал для газеты и специально поднял документы, перечитал. Смысл его был в том, что это союзное правительство, союзный президент не имеет никакой власти. Все решает республики, да. То есть он просто хотел потешную администрацию, потешное правительство создать, чтобы в Москве сидеть деньги получать. То есть он уже давно поставил крест вот на это союзное объединение. Просто Ельцин его обманул, сказал ему, достаточно тачек в Москву, 7 охранников, да, а не какой-то там потешной администрации. Спасибо. Кстати, в Китае тоже были военные действия в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 90-е годы. Военный конфликт по размаху сопоставимый с чеченским, а может быть даже и больше. Просто о нем знают гораздо меньше. В Китае не было такой гласности, в общем-то. И, кстати, даже в нулевые годы события в Урумчи, когда там была там, чуть ли не ночь длинных ножей, там ханьцев вырезали просто сотнями, это тоже было. Но в чем одно основное отличие реформ в Китае Дэн Сяопина и реформ Горбачева в СССР? Дэн Сяопин не начал и даже не продолжил это разрушением центрального аппарата управления. Коммунистическая партия Китая, как была у руководства, так и находится. У нас же перестройка пошла с того, что политическую сферу стали разрушать. Ну, 6-я статья Конституции СССР гласила, что Компартия была руководящей направляющей силой. То есть фактически именно Компартия объединяла всю страну, ее и стали разрушать. А инерция процесса была такова, что на местах, в республиках, вот эти ЦК Украины, ЦК Белоруссии, ЦК там, Казахстана, они-то всю власть сохранили. А центральный орган утратил свою власть. Это фактически способствовало сепаратизму.
Да, в СССР были допущены ошибки, и в частности включение прибалтийских республик в состав СССР, Западной Украины. Лучше было бы оставить их отдельными государствами, входящими в орбиту, ну, скажем, в Организацию Варшавского договора, как это было с другими восточными странами. А так получили действительно такого троянского коня. Еще один момент, почему всего 3 человека встретились в Беловежской пуще? Ну, конечно, с делегациями. Это главы Российской Федерации, РСФСР, Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Почему не позвали, например, Назарбаева? Почему не позвали Каримова? Вот я согласен здесь с докладчиком, а они бы были против. То есть Назарбаев позже говорил, я бы никогда не проголосовал за это. У меня на руках были результаты референдума марта 1991 года. Большинство жителей Казахстана высказались за сохранение СССР. Кстати, 73% жителей СССР, из тех, кто голосовали, высказались за сохранение СССР. И фактически то, что сделали в Беловежской пуще 3 человека, собравшиеся, это было нелегально. Они пошли против воли большинства населения. Первое. Это 1986 год. Закон об индивидуальной трудовой деятельности. 25 мая 1998 года. Закон о кооперации, из которого, кстати, пошли первые банки. Не из закона о банках и банковской деятельности. Это одно. Возможности, появление наличных денег, выход на валютный рынок. Угу. Второй Горбачев... Не сажали за валюту уже, да? Да, и не сажали за тунеядство, напомню. За тунеядство тоже сажали. И за вот клевету в отношении, не клевету, а какие-то... Много были. Да, в отношении партийных деятелей. Уже законодательство начало меняться. Оно начало не либерализироваться, я не хочу сказать. Оно начало изменяться уже под человека. И другой Горбачев, который пошел искать консенсус, это Павловская реформа, это развал Госплана, это разрыв отношений с союзными республиками. Ведь, в общем-то, много составляющих, но основное, на мой взгляд, это уничтожение экономических связей и фактически отказ от рубля. После Павловской реформы все союзные республики сказали, нам не нужна такая валюта, где Москва может поменять, а мы останемся вообще без денег. Это и замораживание вкладов в Сбербанке, а Сбербанк тогда был СССР. Поэтому оценивать его вот так вот однозначно нельзя. Он был эпохой. Спасибо большое. На этом мы подводим итоги голосования, которое проводили для вас, уважаемые телезрители. Его итоги вы видите на своих экранах прямо сейчас. Ну и, соответственно, делаем вывод уже исходя из этого. Это была программа «Красная кнопка». Я Евгений Романов. Увидимся через неделю.